Понятно, что невозможно это взять, вот я завтра стал депутатом, и Ткварчал расцвел, как Лас-Вегас. И мне кардинально хочется поменять обычную насущную жизнь наших жителей. Энергетика – это большая часть суверенитета нашей Абхазии. И многие ребята погибали за родину, в столице которой ни разу не были. Это очередная пощечина просто. Рано или поздно они сядут за банкетный стол своих последствий. Всем привет! Сегодня у нас в гостях кандидат от 33-го избирательного округа Аслан Кмузов. Аслан, здравствуй, мы рады тебя здесь приветствовать. Здравствуй, Саид, взаимно рад видеть. Кмузов Аслан Борисович родился в городе Ткварчал 19 августа 1991 года. С 1998 по 2009 год ученик Ткварчалской средней школы номер 2. В период учебы в школе входил в состав молодежно-патриотических движений, принимал активное участие в общественной и спортивной жизни школы и города. С 2009 по 2014 год студент юридического факультета Абхазского государственного университета. В 2011 году начинает свою трудовую деятельность в должности старшего судебного исполнителя Ткварчалского районного суда. В 2014-2015 годах проходит срочную службу в Центре специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. С 2016 года принят на службу в Государственную службу охраны на должность оперативного уполномоченного 4-го отдела. С 2017 года призван на службу судебных исполнителей Министерства юстиции Абхазии. За отличительные качества ему был присвоен неочередной классный чин юриста 1-го класса, капитан юстиции. В 2020 году был присвоен очередной классный чин советника юстиции 3-го класса, майор юстиции. В 2021 году ушел со службы. В настоящее время занимается общественной деятельностью. Женат, отец 2 детей. Аслан, уже у нас сложилась традиция всех наших гостей в рамках проекта «Харах кандидат». Мы расспрашиваем о том, что их мотивировало баллотироваться в парламент. В твоем случае ты еще и достаточно новое лицо в абхазской политике. Расскажи нам, пожалуйста, в какой момент ты решил баллотироваться? И вот главное, вот что тебя сподвигло принять такое решение? Спасибо за вопрос, Саид. Я постараюсь наиболее развернуто ответить на этот вопрос. Да, действительно, я являюсь на сегодняшний день относительно молодым человеком, но в политике. Но сознание того, что как пришел, это оно не зародилось вчера вечером, не пришло ко мне сегодня утром. Естественно, это все несет такой более накопительный характер. Еще со школьной скамьи, когда я являлся активным участником молодежно-патриотического движения «Апснычар», во главе этого движения стоял известный человек Аляс Авицба, который привнес свою большую лепту в этом движении. Надо отдать должное Сергею Васильевичу Багапш, который дал серьезный ход развитию для консолидации молодежного общества. Вот с тех еще времен, со школьной скамьи, потихоньку вовлекался в общественную и потом уже впоследствии политическую жизнь. Но я, наверное, не буду говорить того, чего нету в этом отношении, забегая вперед. Мое поколение людей, граждан Республики Абхазия, так или иначе в любом случае касалось. Вся обстановка политическая, общественная не имеет значения. И я на сегодняшний день мало кого знаю, кто аполитично сегодня относится ко всем реалиям. Но хотелось бы такую вот небольшую историю рассказать, как, наверное, уже из юноши Аслана Кмузова, так скажем, появился тот человек, который реально начал задумываться о реальных проблемах как внутреннего характера нашей республики, так и внешних отношений. Именитая дата 8.08.08. Я встретил эту злополучную дату в городе Ачамчира. Ну, естественно, информация о том, что происходило в соседней республике, братской нашей Южной Осетии, конечно, быстро распространилась. Находился я тогда со своим родным братом Русланом Кмузовым, Саидом Тарба в этом городе. Услышали, озадачились этой проблемой, созвонились с нашими ребятами с нашего города, с Ткварчели. Какая обстановка там. Естественно, нам обрисовали вкратце, что происходит, как люди собираются. Мы приняли для себя тогда ответственное на тот момент, на мой взгляд, ответственное решение. Нам в силу нашего возраста, мне было 14 лет, моему младшему брату 13, Саиду Тарба, о ком я говорю, было также 14 лет.
Мы тайком, никому ничего не сказав, да, на перекладных доехали в наш родной город. Никто из нас, естественно, домой не пошел. Пошли в районный военкомат, увидели следующую картину, где, конечно, увидели знаменитого человека, именитого в нашем городе, Миквабия Лаврентия Михайловича, заслуженного человека, героя Абхазии. Наряду с ним также рядом стоял Нудар Тарасович Кокубава, молодые ребята, резервисты. Вот тогда, Саид, наверное, вот что переломило мое сознание того, что для тебя сегодня Родина, какие сегодняшние реальные проблемы нашей страны, переломилось в самом сознании восприятия. Вы туда пришли, понимая, что есть вероятность того, что, не дай Господь, эти же события могут произойти в Абхазии. Да, совершенно верно. Именно с этой позиции мы туда пришли. Я почему забежал вперед и рассказал эту историю. Мне хотелось донести до вас, до зрителей, что вот именно побудило сознание поменять на реальность и на текущую обстановку в стране. Что значит Родина? Вот мне правда интересно, что в твоем представлении и лично для тебя значит Родина. Громких слов говорить о том, что как надо любить Родину и давать лексическое значение Родине, я думаю, не имеет смысла. Для каждого оно что-то родное. Кто-то связывает это с заботой о жизни своих граждан, кто-то связывает это с матерью. Для меня это вкупе все одно. И именно те обстоятельства, о которых я озвучил, они просто в сознании человека. Либо они есть, либо их априори нет. Наша задача здесь в проекте постараться познакомить максимально детально избирателей с кандидатами. Скажи, пожалуйста, чем ты занимался раньше? И вот хочется поговорить об опыте, который ты получил, прежде чем решил баллотироваться в парламент. Началось все с 2011 года. Я состоял в должности старшего судебного исполнителя Ткварчальского районного суда. Председателем районного суда на тот момент был Хашба Анатолий Кишвардович, замечательный человек с большим опытом работы. На тот период, 2011 года, я уже состоял в браке, у меня росла дочь. И в тот же период я являлся студентом юридического факультета. Ввиду вышеизложенных обстоятельств я был переведен на заочное отделение и, естественно, продолжил учебу и совмещать с работой. Но всегда, даже при поступлении, для себя четко знал, кем хочу себя видеть в дальнейшем. Всегда это было в приоритете для меня. Всегда хотел именно в структуру правоохранительных сфер. Я закончил юридический факультет. У меня направление уголовное право. Почему историю рассказал о том, что у меня есть семья, у меня есть ребенок. Меня никто не призывал на срочную службу в армию. Но, как говорится, напросился. Я знал, для чего мне нужно обязательно отслужить в рядах абхазской армии. Был призван в Центр специального назначения СГБ Республики Абхазия. Председателем Центра службы госбезопасности на тот момент являлся Харабой Рауль Игоревич. Я получил колоссальный опыт, за что благодарен Центру за это. Откуда впоследствии я был прикомандирован в оперативно-следственную группу УВД города Сухум. Министром внутренних дел на тот момент был Лоло Рауль Валерьевич, начальником городского отделения милиции был Дбар Дмитрий Сергеевич. Получил звание сержанта. После окончания срочной службы был в рядах ГСО. Работал оперативным уполномоченным 4-го отдела ГСО, Управления собственной безопасности. Мы тогда обеспечили безопасность первых лиц и высших государственных чиновников. Затем в 2017 году меня приглашают на службу, новую службу судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия. Вступил в закон о службе судебных исполнителей. Министром юстиции была Пилия Марина Шална, замечательный человек с колоссальным объемом знаний, который просто добилась, чтобы это ведомство существовало, потому что в любой демократической стране это ведомство одно из составляющих. И на сегодняшний день это ведомство процветает у нас в Абхазии. Но опять-таки хочу сказать, я хочу именно отметить именно годы службы в службе судебных исполнителей, потому что служба была новой. Нам давалось, конечно, поначалу все очень сложно. Огромный спектр вопросов, которыми мы занимались. Это как гражданского характера, как уголовного, административного. Были отдельные категории дел, где мы занимались возвратом кредитов. Это тысячи были на тот момент неудовлетворенных исков.
постановлений, решений. Когда мы начали возбуждать исполнительные производства, уведомлять стороны, люди просто физически не понимали, кто мы, откуда, зачастую путали сотрудники прокуратуры или милиции, каких-то других ведомств силовых. Очень сложно было налаживать контакт. Но волей случая, то, что на тот период и по сей день сегодня действующим руководителем данного ведомства является Барцыт Зураб Григорьевич, генерал-майор юстиции. Человек с большим багажом знаний, всю жизнь который посвятил служению Родине в правоохранительной системе. Его многолетний опыт, та команда, которую тогда мы вместе сообща сформировали, в итоге она дала положительные плоды. Эти решения, постановления начали приобретать уже юридическую силу фактически в своей реализации. То есть мы доводили каждое судебное решение до конца, как бы нам тяжело не было, как бы тяжело людям не было. Я хотел сказать, доводили, потому что говорили разное про службу. Я как журналист слышал о том, что служба в принципе... в силу, наверное, в первую очередь нашего абхазского менталитета не всегда ей удается исполнить решение суда. Вот в этом направлении удалось. Это же очень сложно. Вот чисто эмоционально и на человеческом уровне даже сложно. Да, вы абсолютно правы. Абсолютно правы. На самом деле давалось, я еще раз повторюсь, в первую очередь, когда начинали, давалось очень сложно донести до гражданина, до лица, который является, именуется в исполнительном производстве должником, что он и несет ответственность, груз ответственности, о котором он уже давным-давно не помнит. Естественно, было тяжело, но когда мы начали включать рычаги воздействия, у нас их вполне достаточно, когда мы начали пользоваться теми полномочиями, потому что по-другому никак. Человеческий фактор остается человеческим фактором, восприятие как-то донести в рамках человеческого ключа до люда хотелось, но, как показала практика, в любом случае нам приходилось прибегать к мерам, предусмотренным действующим законодательством. И вот уже невзирая на все вот эти моменты, мы начали получать уже положительные плоды своей деятельности. По сути, что это такое? Это принудительный орган. Понятно, да. Это принудительный орган, который... Но конфликты были? Обязательно. Я почему спрашиваю? Потому что, наверное, это мое субъективное мнение, если говорить о тебе как о депутате парламента. И, в принципе, если говорить о депутатах парламента, мне кажется, что очень важно, чтобы этот человек получил очень такой мощный жизненный опыт. Ну, вот мне кажется, как раз служба судебных приставов как раз и дает такой опыт, учитывая, что есть постоянное общение с людьми. Да. Как выходил из таких ситуаций? Всегда удавалось руководствоваться законом? Правильно отметил Саид одну простую вещь. Случайные люди туда ни в коем случае не попадали. В большей мере это были бывшие сотрудники силовых структур, которые имели многолетний опыт работы в различных сферах правоохранительных, имели опыт общения с людьми, имели опыт работы с бумагами, имели опыт с уголовными делами, потому что я, как ранее озвучил, у нас колоссальный объем вопросов был перед нами. Это уголовного характера, гражданского, административного. То есть ты, по сути, должен был разбираться во всем законодательстве. Мы исполняли помимо этого постановления налоговых служб, мы исполняли постановления сотрудников Министерства внутренних дел. Там не получалось так просто прийти, поработал и ушел. Там надо было четко понимать, что ты делаешь, разбираться в законодательстве полностью всем от А до Я. Явно, что эта работа предполагает и какие-то предложения, допустим, условно, ты пришел ко мне изымать что-то там у меня по решению суда, а я тебе там могу предложить взятки какие-нибудь, чтобы ты закрыл глаза на решение суда. Ты с такой ситуацией сталкивался, когда тебе предлагали взятки лично, как судебному приставу? Что ты в этот момент делал, говорил, как себя вел? Я не знаю, как это воспримется нашими гражданами, обывателями. Если я просто скажу то, что такого не было, я думаю, это будет обманом с моей стороны. Естественно, поступали какие-то различного рода предложения, вопросы, как это у нас понятно, в рамках нашего менталитета это все бывает. Слишком маленькое общество, и каждый хочет по-своему разрешить конфликтную ситуацию. Да. Конечно, мы сталкивались с этой проблемой. Но я, наверное, скажу
Это может выглядеть пафосно, но я скажу это от души и искренне. У нас был сильный руководитель, у нас была слаженная, хорошая, добрая команда, которая несла за собой прежде всего идею. Я счастливый человек, Саид, то, что попал вот за много лет, отдав служению своей родине, службе на том или ином месте. Я счастливый человек, потому что у меня были всегда достойные руководители тех или иных ведомств. У нас была одна задача – выпрямить ситуацию. И мы не свернули нигде, ни перед законом, ни перед своей родиной. Нигде мы не свернули, нигде не дали шагу назад. Ну вот если проследить и твою биографию, твой условно-карьерный, профессиональный путь, несложно понять, что есть какой-то рост. И я так понял, ты видел себя в правоохранительной системе еще и там студенческие годы. Ты получил то, что ты хотел. Почему ты ушел? Где ты находишься сейчас? И вот плавно уже поговорим о парламенте, перейдем. Сегодня так устроена наша жизнь, где либо мы должны ковать одно общее дело, где мы должны добиться каких-то положительных результатов, где мы должны привнести большую пользу нашей стране, нашим детям, нашему грядущему поколению. Отмалчиваться, сидеть, смотреть на текущую обстановку, ну, я как минимум считаю это лицемерие перед своими людьми. Я так на это смотрю. Не считаю верным, не считаю правильным, если ты являешься кадровым офицером, несешь службу, чтобы ты как-то открыто выражал те или иные свои мнения. Если у тебя есть четкая позиция гражданская, если у тебя есть какие-то восприятия, с которыми ты не согласен по текущим каким-то делам в целом стране, либо ты хочешь заниматься помимо общественных дел, хочешь в политическую плоскость перерасти, и там себя как-то видишь, ну, не место тебе тогда в таком случае. Я понял, ты выражал свое мнение и за это принял решение покинуть службу. Я подчеркну, ход мысли верный, но я подчеркну и тем не менее. Меня никто не просил об этом. Меня никто об этом не просил. Я как-то сам к этому пришел и планомерно, потихоньку, может быть, не совсем большими, но верными шагами начал заниматься тем делом, чем занимаюсь сегодня. В жизни каждого человека, тем более в жизни абхаза, кавказца, важную роль занимает семья, которая, в принципе, мне кажется, с детства формирует взгляды на жизнь, какие-то принципы. Расскажи немного о семье. С удовольствием расскажу, хотя не люблю говорить лишний раз о своих родителях. Я скажу громко один раз, больше повторять не буду. Я счастливый человек, потому что я сын своих родителей. Для меня это такое жизненное кредо навсегда. Но раз уж у нас тема зашла о моей семье, семья у меня большая. И что в моем понимании семья, я тоже расскажу. Помимо отца и матери, у меня есть родная тетя, у меня есть родной дядя, которые приняли ровно столько участия в моей жизни, сколько приняли мои родители, то есть отец и мать. Поэтому не отметить их, не сказать о семье я не имею просто морального права. Отец у меня Кмузов Борис Абубекирович, человек довольно-таки взрослый, человек немалоизвестный в Абхазии. Он всю жизнь проработал главным архитектором города в нашем родном городе Ткварчал, еще с довоенных времен. Затем работал здесь в Сухуми, был начальником работно-строительного управления госкомпании «Абхазхлеб». Всю свою сознательную жизнь он посвятил служению своей отчизне, своему дому, своей родине в этом ключе. Мать у меня Заракова Марина Котовна, мать моя экономист по образованию. Но никогда, Саид, я не помню, чтобы моя мать работала. Послевоенный период, когда мы уже родились и тому подобное. Всю свою сознательную жизнь она посвятила нам, своим детям, мне и моему брату. У меня есть родной брат Руслан Кмузов. Он пошел по стопам отца, занимается в сфере строительства. Работал также на благо нашего города в ткварчельской фирме «Ткварчалстрой». Занимался активно строительным бизнесом, потом принимал участие в строительстве Керченского моста. Ну, вот если говорить вкратце о составе и членах моей семьи.
Но единственное, знаешь... Ну, скажи нам про детей тоже. Например, говорят ли твои дети на абхазском языке? В какие школы они ходят? Живут ли в Абхазии, в Сухуми, в Кварчале? Ну-ка, делись. У меня 2 дочки, старшей 10 лет, младшей 3 года. Вопрос очень интересный тем, что я сам по национальности абазин. Мои дети, для меня важно было, чтобы знали свой родной язык. Для меня абхазский язык является родным языком. Мы живем в городе Сухум. Старшая дочка ходит в школу, в 3-ю школу сухумскую. При поступлении ее в школу для меня было важно, чтобы ребенок знал свой родной язык, хотя бы азы. И так сложилось то, что я не владею своим родным языком, но супруга разговаривает на абхазском языке. И для меня всегда было важно, для меня это вот как какая-то вот непонятно за что карма, что я не обладаю своим родным языком. Я не хотел, чтобы мои дети столкнулись с этой же проблемой. Поэтому для меня это очень важно было. Другой вопрос, когда я как родитель, для меня важно, чтобы уделялось активное участие со стороны школы, преподавательского состава, чтобы ребенок, который не владеет в совершенстве родным абхазским языком, но семья хочет, чтобы ребенок владел языком, чтобы оказывалось должное внимание. Сегодня большая проблема с этим. К сожалению, большая проблема, где ряд абхазских семей отправляет учиться своих детей в русские школы. Ну, мы начинаем задавать вопросы такие глобальные, как развитие абхазского языка, но не прививаем в себе вот эту культуру абхазского языка у себя в очагах, у себя в доме. Мы задаем очень широкие, большие вопросы надменного характера. Ну, во-первых, тебе большое спасибо за то, что ты честно признался, что не говоришь на абхазском языке. Вокруг этой темы, особенно в предвыборный период, происходит очень много разных манипуляций. Таким образом пытаются, в общем-то, оппоненты слить своих оппонентов и так далее. Ты достаточно честно признался, но... Первое, не думал ли ты исправить этот момент и начать учить абхазский язык, ведь никогда не поздно? И, в принципе, как ты планируешь работать в абхазском парламенте с учетом того, что как бы есть тенденция, которая говорит о том, что, возможно, когда-нибудь наш парламент и заговорит на абхазском языке? Спасибо за вопрос, Аид. Да, действительно, такая ситуация имеет место быть. И я буду откровенно солидарен в этом вопросе и в ответе. Объясню это следующим. Да, действительно, я не разговариваю на абхазском языке. Меня сегодня как кандидата не обязывает, чтобы я знал абхазский родной язык, чтобы выступал в качестве кандидата. Но спросить меня просто как человека, я скажу следующее. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это неправильно. Кандидат, идущий на такой пост, он должен знать. Надо работать над этим законопроектом, надо донести до нашего общества, что лоббировать интересы языковой политики. Может быть, в таком случае, когда мы четко будем понимать, какие есть критерии, что надо в совершенстве знать свой язык, надо полностью какую-то документацию уже переводить в абхазский формат, в письменность абхазскую. Когда будут какие-то критерии, что мы должны будем соответствовать тем или иным вещам, которые предусмотрены законом, будет ограничивать какого-то рода лиц, которые просто идут из-за того, что идут. Я так на эти вещи смотрю, и пора уже начинать говорить на своем родном языке в стенах абхазского парламента. Аслан, ты баллотируешься в Кварчале, да. Живешь в Сухуми. Я понял, исходя из твоего ответа, что, в общем-то, вся твоя жизнь, в принципе, связана так или иначе с Кварчалом. Но как обстоят дела сегодня? Кварчал – это неотъемлемая часть моей жизни, Саид. Я всю свою сознательную жизнь провел именно там. Я озвучивал ранее то, что и родился там, школьная моя жизнь прошла именно там, и частичная университетская жизнь тоже я проживал в своем родном городе. Саид, мы жили все одинаково. Мы жили все одинаково, все мои знакомые, все мои друзья. Если было радостно, было хорошо всем, если да, у кого-то было горестно всем. Одна большая семья. Я знаю не понаслышке проблемы нашего города.
Я вырос среди всего этого, и мои сверстники, которые проживали там, которые сегодня проживают там. Были пути какие-то развития, чтобы как-то поспособствовать экономической более составляющей нашего города, чтобы оттока населения не было. Ни в коем случае я не хочу отмечать конкретных бывших президентов, кто какую лепту внес для того, чтобы не происходил отток населения. Мы все стремимся для того, чтобы облегчить себе жизнь, чтобы как-то обеспечить достойное будущее своим старшим, своим детям, ветеранам, которые проживают там. Но в те реалии, те возможности, которые есть сегодня, они не соответствуют для нормальной жизни обычного, простого населения моего города. Это правда горькая, но это правда жизни. Я хочу отметить следующее. Нельзя не отдать должное. В самые такие критические времена был такой момент, когда зашла такая серьезная компания, как там САЖ, начали развивать угольную промышленность в нашем городе. Наш город, вы все знаете наверняка не понаслышке, как отличается и чем привлекал все постсоветское пространство. Это одна из самых масштабных станций по угольной добыче всего Северного Кавказа. Была именно Акармарская наша шахта, которая добывала уголь. Я больше скажу, даже в период Великой Отечественной войны все Черноморское побережье, весь флот обеспечивался топливом именно нашим углем, который добывался в Ткварчал-Уголь. Я почему столько всего придаю этому значению? Был великолепный город с огромной инфраструктурой, промышленные комплексы, которые занимали огромное количество наших местных граждан. Огромное количество. Но война свои коррективы, естественно, внесла. Мы увидели, что получилось. Я вот снова возвращаюсь. После весь военный период больше 90% предприятий были полностью обесточены от внешней жизни. То есть не было ни работы, не было ничего. Люди как-то выживали. Вот я забежал немного вперед. Я вот хочу отметить. Зашла такая серьезная компания, как там САЖ. Пытались заниматься добычей угля. Все это было открытым способом. На тот момент, естественно, создались рабочие места. Это, естественно, не могло не радовать местное население. Все это мы проходили, все это мы видели, но никто не может сказать, какие последствия в итоге пришли. Это загрязнение рек, открытая добыча угля, она все равно оставила за собой такой не очень положительный шлейф. Но всегда есть с чем сравнивать. Когда тебе тяжело, когда тебе голодно, когда тебе холодно, люди хотят себе сегодня создать элементарные условия. В тот период это было одним из самых составляющих, что могло помочь людям как-то себя прокормить и выжить. Помимо всего этого, мир не стоит на одном месте. Абхазия сегодня развивается. У нас есть много других сфер, на что можно обратить внимание, конкретно в нашем городе. Вот уже года 3, наверное, как занимаются ребята, местные ребята, занимаются туристической деятельностью. Они развивают эту деятельность, призывают местное население, чтобы именно из числа местных ребят занятость была в этом направлении. Почему нет? Мы не должны ограничиваться именно шахтами, углем. Конечно, кто не хочет колоссальных налогов в бюджет своего города? Кто этого не хочет? Кто не хочет, чтобы город сегодня процветал, развивался? Кто не хочет, чтобы были качественные дороги, чтобы было все заасфальтировано, была хорошая медицина в районе? То, что фасады домов, чтобы были на должном уровне. Все это то, о чем я говорю, элементарные вещи. Но они сегодня для нашего города недосягаемы. Есть у нас приоритеты, на что расставить, на что обратить внимание. Я вот озвучил ранее, я вижу то, что туристическую сферу именно Восточной Абхазии, которая сегодня имеет хорошее направление, ей нужно просто-напросто сегодня способствовать. Если ты не против, еще немного поговорим о Ткварчале. Лично у меня к Ткварчалу всегда было особенно теплое отношение, потому что мама у меня родом из Ткварчала, и мы всегда воспитывались в особенном отношении к Ткварчалу, и мне всегда казалось, что это прям вообще супер особенный город в Абхазии. И в детстве я очень часто туда ездил, поэтому как бы я могу сравнить, что за 30 лет там практически не было никаких изменений таких явных. Вот ты как заезжаешь в Ткварчал, как восхищаешься природой, да, и как видишь на фоне этой красивой природы всю эту разруху, ты ее видишь вот так вот 30 лет. Ты баллотируешься в 7-й созыв, как бы несложно посчитать, что до тебя было как минимум, ну не как минимум, а 6
депутатов парламента, которые избирались из твоего округа. Вот почему твой избиратель должен поверить, что ты будешь депутатом, который реально поможет своему городу? Ведь наверняка до тебя депутаты, которые были, они тоже очень хотели помочь. Наверняка они тоже, общаясь с избирателями, давали какие-то обещания. Но вот правда, она, к сожалению, горькая. Я оценки давать не буду. Это уже дело сделанное, как говорится. Ты понимаешь, Саид, я не знаю, с какими лозунгами шли предыдущие депутаты ввиду своего, может, на тот момент еще не взрослого возраста, там взять вот эти вот 7 созывов назад. Я не могу говорить об этом. Я знаю одно, то что я такой же, как и они все. Как мои граждане, как мои горожане. Я тот, который знает, что такое тяжело. Я знаю, что такое преодолевать эти трудности. Я знаю, как сегодня людям, которые идут, собирают мелочь, хотят купить хлеб, и, возможно, будет проезжать автотранспортное средство за несколько миллионов. У нас так не должно быть. Не должно быть в таком маленьком городе, где сопоставимо либо слишком хорошо, либо слишком плохо. Ни в коем случае. Я не хочу говорить громогласных вещей. Я не хочу говорить многообещающие. Я знаю одно, то, что я не предам своих избирателей, не предам своих ребят, которые находятся сегодня в нашем городе, которые не понаслышке знают о чаяниях нашего города. Я выше озвучивал, на что я хочу обратить внимание и на что мы обращаем внимание. Это не то, что мнение одного человека в лице меня. Это мнение каждого горожанина, который, вот как ты, Саид, говоришь, 30 лет вот ты приезжаешь в этот город, любви не чаешь к нему, видишь вот эту наряду с вот этой великолепной природой, вся та разруха, которая она есть. Да, имеет место быть. Мне, конечно, как гражданину своего города не очень хочется это все воспринимать. Это все видят. Заехал в Кварчал и увидел. Очевидные вещи. Понятно, что невозможно это взять. Вот я завтра стал депутатом, и Кварчал расцвел, как Лас-Вегас. Понятно, но ты видишь в себе силы этот процесс начать через парламент. Я для этого туда иду. Я не преследую никаких узкокорпоративных интересов. Я преследую интересы своего города, преследую интересы своих граждан. В период, когда на 1 месяц, по-моему, это было, разрешили майнить криптовалюту, я был в числе тех людей, которые, к сожалению, повелись на вот эту всю историю. И также у меня где-то в одном из кварчальских сел, не буду детализировать, мои машинки стояли в одной майнинговой ферме. Потом все, что произошло, мы все прекрасно знаем. Я вот был в числе тех, кто от этого решения очень сильно пострадал. Но не суть в этом. Я так понял, что именно вот Кварчалский район и Ачимчирский район были очень сильно усеяны майнинг-фермами. Как обстоят дела сейчас? Ты в курсе? Сегодня мир не стоит на одном месте. Если говорить о теме майнинга, мир был подготовлен к этому всему. Мировые корпорации сегодня переводят свои активы в биткоин-валюту. Это если говорить о перспективах и насколько это интересно, стоит ли. Конечно, это хороший бизнес, который выдает огромные дивиденды. Конечно, с этого можно делать большие свои какие-то дальнейшие вложения во что-либо другое. Все это имеет перспективу развития. Но так сложилось то, что Абхазия несопоставима с сегодняшними мировыми реалиями. Так сложилось. И вот когда ты, Саид, сказал о том, что ну вот попал я в такую ситуацию, получилось так. Я бы немного здесь с тобой не согласился. Не вина твоя, что ты попал в такую ситуацию. Это мое субъективное мнение. Если говорить о том, что последовало тому. Вы понимаете, как уже не первый год наши граждане мучаются в зимний период. Все это мы осознаем, все это мы понимаем. И когда дело доходит в самый пик, когда пошел пик майнинга в Абхазии,
Мы даем возможность завозить то злополучное оборудование, которое сегодня пагубно отразилось на в целом всей энергосистеме Абхазии. Ну вы знаете как, а судьи кто? Почему Саид Барганджи, я или кто-то другой должен нести персональную ответственность? Другое дело то, что мы, как граждане, должны четко понимать, что до чего мы доведем сегодня энергосистему. Здесь вопросов нет. Но я больше уверен в другом, Саид. У меня недавно был как-то разговор на подобную тему с одним высокопоставленным чиновником, который открыто выражал, говорил общее мнение, то, насколько это пагубно влияет, то есть в целом майнинг в Абхазии влияет на энергосистему, то, что мы останемся все без электричества и тому подобное. Общепонятные вещи человек говорил. А у него самого был майнинг, да? Я не могу судить о том, был ли у него, но для себя я знаю, что у него есть или нет, то пусть это останется при мне. Не об этом речь. Речь совершенно в другом. Суть, вернее, совершенно другая. Должностные люди объясняют обычным гражданам, как это плохо. Я больше чем уверен, что и ты, Саид, я и многие наши граждане, даже те, которые имеют сегодня майнинг-оборудование, в глубине души каждый из них понимает, что из-за такого, как он, несет урон в целом энергосистема страны. Я честно тебе скажу, я пожалел, что я потом эти машинки забрал, отключил, продал. Надо было так же, как и многие поступить. Я к этому хочу и сказать. Я к этому и хочу сказать. То, что люди-то понимают, но как ты можешь требовать от конечного потребителя то, что если ты сегодня в лице государства дал таковую возможность сегодня людям заработать, по сути, дал такую возможность. Сегодня никто из высших государственных чиновников, который должен был обезопасить Абхазию в этом ключе, не понес наказания соответствующего. Никто не понес наказания. И сегодня с какой совестью должны прийти к обычному человеку, изъять вот это майнинг-оборудование. Я подчеркну еще раз, я не за майнинг в Абхазии. А у тебя есть майнинговая ферма? У меня не было никогда. У меня есть на это четкая своя позиция. Я не буду лукавить, у меня были задумки, конечно, мы хотели как-то развивать, мы готовы были весь пакет документов подготовить и тому подобное, но среди нас всех оказался человек, который нас никто не выгонял и не дошло до этого, потому что мы физически просто не сформировали. Есть сознание того, что сегодня такие, как мы, если себе позволим возможность делать то, что делают многие, мы останемся без основного института. Это энергетика. Энергетика – это большая часть суверенитета нашей Абхазии. 6-й созыв парламента достаточно активно, остро обсуждал внешнеполитическую концепцию, которую предложил Аслан Георгиевич Бжани. И один из пунктов, который, в общем-то, стал камнем преткновения, это многоуровневые переговоры с Грузией. Этот пункт в итоге во внешнеполитическую концепцию не вошел, насколько я знаю. Но суть не в этом. В любом случае, перед депутатами бы такой вопрос встал. Вот мне интересно, будь ты депутатом 6-го созыва, как бы ты высказался по этому поводу и какое вообще у тебя к этому отношение, учитывая, что ты представитель нового поколения, которому совсем скоро придется принимать решения, и в том числе о взаимоотношениях с Грузией тоже. В 2014 году мы принимали договор о стратегическом сотрудничестве с Российской Федерацией. Все мы хорошо помним, какой окрас в итоге получил этот договор. Вокруг него сколько было мнений, суждений, шума. Кто-то кого-то продает, за что-то продает, какие-то обязательства и тому подобное. 2014 год прошел, внесены были какие-то коррективы в этом отношении, дабы успокоить общество, хотя, на мой взгляд, ничего преступного там не было. Да, действительно, необходимо было доработать какие-то моменты, но они не были такими душетрепещущими, чтобы можно было прямо о них столько говорить. Прошли мы этот этап. Когда мы говорим о стратегическом своем партнере в лице Российской Федерации, если у нас столько возгласов здесь возникло в Абхазии, да, и тем для дискуссии на подобную тему, мне поражает другое, как ровно можно было разговаривать о многоуровневых отношениях там, с нашим, скажем так, врагом. Да. Однако этот этап мы как-то быстро пропустили. Естественно, наши ребята, которые прошли войну,
Общественные деятели, политические не оставили эту ситуацию. Мы ее, естественно, придали ей окрас в хорошем смысле этого слова, не отпустили ситуацию. Мое личное мнение, конечно, разговаривать надо. Обязательно надо разговаривать. Но есть одно «но», и оно объективное. С нами разговаривать надо как с суверенным государством. И никак иначе. Мы отстояли все это ценой жизни многих ребят, чтобы с нами разговаривали именно так. Поделиться суверенитетом, поделиться частью республики. Вы понимаете то, что большая часть, цвет нации погибла, и многие ребята погибали за родину, в столице которой ни разу не были. Это очередная пощечина просто. И вот тем, которые лоббируют вот эти все интересы, да, о многоуровневых отношениях, вот эти вот наши уважаемые граждане, пускай вот для себя просто в качестве памятки такую вещь помнят, что рано или поздно они сядут за банкетный стол своих последствий. И рано или поздно отвечать за это тоже придется. Я так на это смотрю. А разговаривать надо. Но в каком ключе с Абхазией надо разговаривать, я думаю, я четко вам дал понять. Аслан, наше интервью предусматривает, как я говорил выше, ряд обязательных вопросов каждому кандидату. Вопросы эти мы подбирали не случайно, потому как очевидно, наверное, многим, что вот именно эти вопросы остро встанут и в 7-м созыве. Если ты готов, давай приступим. Давай. Какая, на твой взгляд, политическая система в Абхазии будет наиболее эффективна? Я думаю, выдумывать ничего не надо. У нас демократия. Просто в правильном ключе нам нужно будет в этом направлении работать. В принципе, для такого небольшого географически расположенного государства, как Республика Абхазия, демократическая форма правления наиболее самая актуальная. А какое у тебя отношение к возможной продаже недвижимости в Абхазии иностранным гражданам? Я не порадую своим ответом. Тех, которые, знаешь, как, может быть, видят перспективу развития вот в этом направлении по продаже недвижимости Республики Абхазия. Я предпочитаю быть хорошим соседом, хорошим братом своему стратегическому партнеру, но сегодня говорить о тех вещах, где большая часть нашего местного населения скитается, не имея своего угла, дети ветеранов, граждане, которые остались без крова еще послевоенный период, сегодня не имея за собой ничего, ни жилья, ни элементарных условий для жизни, говорить громогласно о продаже недвижимости для иных граждан, то есть пускай это даже будет наш партнер, сосед, на сегодняшнем этапе я не готов разговаривать на подобную тему. А как ты относишься к передаче абхазской энергетики или ее части в собственность инвесторам? Ну, это очень схоже с недвижимостью. Вопрос очень схожий. Осознаю всю ситуацию, то, что сегодня Абхазии, как суверенному, да, государству, тяжело справляться с подобного рода вопросами в плане того, что как-то наладить всю энергосистему в целом за собственные свои какие-то средства. Вы поймите другой момент. Согласен для привлечения, но и чтобы это было ни в коем случае не в укор к государству, как государству. На каких условиях? Вы понимаете, как при определенного рода вливаниях инвестора так может сложиться при погашении долгов местных, наших, которые заработали мы все вместе сообща, могут предъявить ровно столько, что будет сказаться отдачей самого суверенитета. Поэтому энергетическая отрасль для меня, она не только для меня, это в целом, так оно у нас заведено, это 80% успеха суверенитета республики. Сегодня просто взять осознанно, отдать инвестору в собственные руки нашу основную, так сказать, инфраструктуру, я не считаю верным. Этот вопрос, естественно, требует разработки, с ним об этом надо говорить, надо обсуждать и подобные темы, на каких условиях может сюда зайти инвестор по, например, выпрямлению нашей всей энергетической системы, что мы с этого будем иметь как государство, по какой ставке это все будет протекать. То есть надо все взвешивать в любом случае. Сегодня просто взять и дать кардинальный ответ за или против, ну я банально отвечу, конечно, против. Власть или деньги? Власть.
Аслан, у тебя есть возможность обратиться к своим избирателям. Уважаемые мои граждане, кварчельцы, сегодня я стою на очень ответственном пути, когда я иду в такой важный орган, независимый орган, как парламент. Обращаюсь к вам в этот сложный период, когда царит пандемия, когда мы боремся все с коронавирусной инфекцией, в очередной раз проявить гражданскую свою позицию, прийти на избирательные участки и обязательно проголосовать. Среди всех кандидатов, могу сказать, нет тех лиц, которые продадут интересы Республики Абхазия. Голосуйте душой, голосуйте своим сердцем. И дай Бог, чтобы выборы состоялись именно в правовом русле. Спасибо большое всем нашим гражданам за внимание. Всех им благ. Аслан, большое тебе спасибо. Мы желаем тебе удачи. Спасибо большое. Всего доброго.